Всем привет, дорогие друзья! Всех с Новым годом! Жанна Волсон. Ужасно по всем соскучился и с нетерпением хочу представить вам новую тему. Мы с вами прошли все простые времена, настоящее, прошедшее, будущее, и наконец пришла очередь падежей. То есть падежи — то необходимое звено, которое позволяет связывать все полученные знания и уже достаточно неплохо общаться на казахском языке. И по традиции мы начинаем с винительного падежа, или как его называют, табыс септик. Табыс септик. Винительный падеж. В русском языке винительный падеж отвечает на вопрос «кого что?». То же самое происходит и в казахском языке. То есть табыс септик отвечает на вопрос «кымды», «кого» и «нені» что. Два вопроса. «Кымды», «кого» и «нені» что. В русском языке, допустим, винительный падеж выражается с помощью окончаний. Да? Я вижу машину, я слышу друга, я понимаю олжаса, видите, там окончание. То же самое происходит и в казахском языке, то есть винительный падеж табыс септик казах тілінде он тоже выражается с помощью специальных окончаний. Я суммировал все окончания винительного падежа и хочу представить их в виде определенной таблицы. Так вот, давайте разбираться вместе. Когда слово заканчивается на ту или иную букву, кроме Б, В, Г, Д, показатель винительного падежа окончания Д, Д. То есть все буквы, кроме Б, В, Г, Д. Д, Д. Отлично, записывайте, потом мы это все рассмотрим на примерах. Дальше Ты, Т. Это глухие согласные, типа К, Ш, П, Т, а также буквы Б, В, Г, Д. Тут получается, если слово заканчивается на глухую согласную, типа К, П, Ш, Т, или на такие буквы, как Б, В, Г, Д, то показатель винительного падежа будет Ты или Т. Давайте суммируем. Итак, когда слово заканчивается на ту или иную букву, за исключением Б, В, Г, Д, мы присоединяем Д, Д. То есть это показывает, что Д самые распространенные, самые популярные показатели винительного падежа. То есть с ними работают почти все буквы, кроме Б, В, Г, Д. Д или Д. Слово существительное заканчивается на глухую согласную, как я сказал, а также на Б, В, Г, Д, то мы присоединяем Ты или Т. Едем дальше. Если существительное заканчивается на гласную букву, типа А, Э, И так далее, то показатель винительного падежа это Ны или Н. Ны, Н. Кроме гласных И, Ю, то есть если слово заканчивается на И, Ю, то есть Ны, мы здесь не присоединяем. И, наконец, слово получает показатель винительного падежа в виде Н, если существительное стоит в третьем лице. Вот. И сейчас мы это все рассмотрим с вами на примерах. Поехали. Тау, Д. Смотрите, Тау это гора. Кого что? Гору. Тау, Д. Все буквы, кроме Б, В, Г, Д. У. Значит, мы присоединяем Д в данном случае. У твердая гласная, значит, ей соответствует твердая И. Тау, Д. Переводится гору. Например, я вижу гору. Мен тауды көріп тұрмын. Мен тауды көріп тұрмын. Я вижу кого? Гору. Поехали дальше. Жұлдыз. Жұлдыз. Жұлдыз это звезда. Как я сказал, самые популярные показатели винительного падежа это Д или Д. Фактически все буквы работают с Д или Д. Так вот, жұлдыз. Звезду. Кого что? Звезду. Жұлдыз я присоединил Д. Потому что последняя гласная в основе у жұлдыз это И. Ей соответствует такая же твердая И. В данном случае Д. Поэтому жұлдызды. Звезду. Мен саған жұлдызды әперемін. Я достану тебе звезду. Помните знаменитый мультик? Мен саған жұлдызды әперемін. Я достану тебе звезду. Хорошо? Қаламды әкел. Қалам это ручка. Слышу, правильно говорите. Қалам это ручка. Как я сказал,
ды работают фактически со всеми буквами, кроме Б, В, Г, Д. Итак, халам, значит, опять присоединяю ды. Потому что в основе у слова халам твердая гласная А, которая соответствует твердая И. Значит, кого что? Ручку. Халамды. Халамды акель. Акель это приносить глагол, приносить переводится акелю. Повелительное наклонение. Халамды акель. Принеси ручку. Халам ручка. Показатель винительного падежа д. Кого что? Халам д. Повелительное наклонение. Акель. Балам. Халамды акель. Малыш, принеси ручку. Допустим, я своему сыну говорю. Поедем дальше. Теперь поработаем с ты поработали, надеюсь, все понятно. Теперь поработаем со второй строчкой. Ты. Как я сказал, показатель ты присоединяется в тех случаях, когда существительное заканчивается на твердые согласные. Орындык. Орындык это стул. Орындык это стул. Значит, я сюда присоединяю ты. Потому что орындык в основе имеет гласную «ы», она твердая. Ей соответствует такая же твердая «т». Орындыкты кого что? Стул. Орындыкты акель, мисала. Принеси мне кого что? Стул. Значит, орындыкты переводится как стул, но в винительном падеже. Кызым, орындыкты акель. Доченька, принеси мне стул. Видали? Орындыкты. Кого что? Стул. Дальше. Есыкты ашпа. Есык, друзья, посмотрите внимательно. Есык это дверь. Обратите внимание, последнее согласное у слова есык это буква К. Буква К является твердой. Есык. Так, значит, это наш случай. Выбираем либо ты, либо ты. В слове есык последняя гласная в основе это буква Букве соответствует такая же мягкая Значит, есыкты ашпа. Ашу это открывать. Ашпа. Мы знаем отрицательные частицы. Маме, бабе, папе. Язык ты ашпа. Не открывай дверь. Кого что? Язык ты. Кого что? Дверь. Винительный падеж. Ашпа. Язык ты ашпа. Не открывай дверь. Дальше. Терезин жу. Тут уже у нас мы с первой, второй смещаемся к третьей строчке. Как я сказал, если слово заканчивается на мягкую согласную, типа то в данном случае, чтобы выразить винительный падеж, необходимо присоединить окончание н или н. Повторяю, когда существительное, которое стоит в винительном падеже, заканчивается на мягкие согласные, типа и, винительный падеж выражается с помощью окончаний ны и н. Видите? Н. Итак, терезе это окно, оно заканчивается на мягкую е. Значит, я присоединяю н, потому что это мягкая буква. Сингармонизм говорит, что мягким согласным соответствуют мягкие согласные. Терезен жу. Вымой кого что? Окно. Терезен жу. Вымой окно. Балам. Терезен жу. Сынок, вымой окно. Дальше. Ботка. Видите, ботка. Ботка это каша. Новое слово в копилку. Стопудово уверен, не знаю. Ботка, каша. Итак, ботка заканчивается на гласную. В данном случае мы присоединяем, как я говорил здесь, ботка на... Ой-ой-ой, здесь я написал согласную, да? Пардон, друзья. Берем вот это слово со. Сам говорил гласные, а написал согласные. Так вот, ботка пср. Свари кашу. Ботка заканчивается на гласную, значит я присоединяю ны. Ботка пср. Псру это варить. Повелительное наклонение. Ботка пср. Свари кашу. И третий пример, как я говорил, если существительное стоит в винительном падеже, но оно представлено в третьем лице. Третье лицо это он или она. Смотрите. Онын шана сын. Шанасы это самки. Онын шанасын. Его или ее самки. Онын мысы гын. Его или ее кошку.
его или ее кошку. Кого что? Винительный падеж. Итак, дорогие друзья, давайте я увеличу. Вы снова проанализируйте данную информацию по табыс септик. Резюмируем. Итак, табыс септик — это винительный падеж. Отвечает на два вопроса. Кімді, кого, и нені, что. Показатели табыс септик — это ды. Как я сказал, самые распространенные показатели винительного падежа, они фактически ставятся после всех букв, кроме Б, В, Г, Д. Ты всегда ставится как показатель винительного падежа после глухих согласных типа К, Ш, П, Т, а также после согласных Б, В, Г, Д. То есть после Б, В, Г, Д мы вставляем вот эти самые ты. Н вставляются после гласных, кроме И и Ю. И показатель винительного падежа Н преимущественно ставится в третьем лице. И примеры, которые мы с вами записали, они наглядно показывают, как это дело все работает и как их надо использовать. Ну что ж, друзья, надеюсь, времени было достаточно, чтобы все зафиксировать. Теперь поговорим о том, как выглядят личные местоимения в винительном падеже. Сейчас посмотрю, насколько видна хорошо картинка. Давайте, чтобы было видно еще лучше, я подойду поближе. Так вот, личные местоимения я, ты, он, она в винительном падеже выглядят следующим образом. Мене, кого что? Меня. Сене, кого что? Тебя. Сезде, вас. То есть один человек, мы к нему уважительно относимся, сезде, именно кого что вас. Я слышу вас. Мен сезде тындап турмын. Сезде, я вас. Тындап турмын, я вас слушаю. Сложное настоящее время. Мен сезде тындап турмын. Повторяйте, проговаривайте это мной фразой. Мен сезде тындап турмын, я вас слушаю. Оны, его или ее. Мысалы, мен оны кинода көрдім. Я видел его в кино. Немесе, мен оны саябақта көрдім. Я видел ее в парке. Мен оны саябақта көрдім. Его, ее. Это все было единственное число. Переходим к множественному числу первому лицу. Бізді, нас. Кого? Нас. Винительный падеж. Бізді, нас. Ты нас уважаешь? Сен бізді сыйлайсың ба? Ты нас уважаешь? Сен бізді. Кого что? Нас. Сендерді. Кого что вас? Ну, уже оскомину набил, но напоминаю. Сендерді, допустим, я вижу вас, но это группа лиц, каждым из которых вы на ты. Сендерді. Кого? Вас? В смысле, группа лиц, каждым из которых вы на ты. Сіздерді тоже переводится как вас, несколько лиц, но с каждым из них вы на вы. Оларды, их. Итак, друзья, еще раз посмотрите, запишите личные местоимения в винительном падеже. Мені, меня, сені, тебя, сізді, вас, оны, его, ее, бізді, нас, сендерді, вас, сіздерді, вас, оларды, их. Теперь, друзья, чтобы для наглядности я сделал несколько примеров. Мен оны жақсы көремін. Я ее люблю. Жақсы көру дословно не переводится хорошо видеть, но это означает любить. Мен оны жақсы көремін. Я люблю ее. Мен оны жақсы көремін. Сені далада көрдік. Сені, тебя. Дала — это улица. Далада — местный падеж. Где? Сені далада, тебя на улице, көрдік. Мы с вами изучали прошедшее время. Көру — это видеть. Көр — основа. Дык — показатель прошедшего времени. Сені, тебя, далада, көрдік. Мы видели тебя на улице. Сені далада, көрдік. Бізді түсінесіз бе? Бізді.
нас. Тусену – это понимать. Тусен – основа. Без «д» тусене сызбе. Сыз – это личный аффикс второго лица, уважительная форма. Без «д» тусене сызбе. Вы нас. Кого что нас? Понимаете? Без «д» нас. Тусене сызбе. Вы нас понимаете? И последний пример. Оларды жек коремен. Оларды. Кого? Их. Оларды. Их. Жек кору, друзья, это означает... И, соответственно, фраза оларды жек коремен. Я их не люблю, терпеть не могу, они мне не нравятся. Оларды жек коремен. Оларды жек коремен. На этом, друзья, это вся информация касаемо винительного падежа Табас-Септек. Я надеюсь, вам было понятно, а самое главное, информативно. Обязательно выполните домашнее задание, которое я вам сброшу к этой теме. Если у вас есть какие-то вопросы, всегда можете написать мне на WhatsApp. Келесский дискиче, Всем пока.